Георгий, как дела ваши? Все хорошо, разминаемся. Расскажите о себе, как год прошел, 19-й. В принципе, и 18-й, потому что мы последний раз у вас интервью брали в 17-м году, по-моему. Ну, в 2018 году ездил только на одни старты, чемпионат мира. Целый год не выступал. На левой руке удалось занять наивысшую медаль. На правой руке немножко пошло не так, как хотелось бы. Занял 4-е место. В последующем его переквалифицировали в 3-е. Но для меня это все-таки было неудачно, скажем так. 19-й год прошел более продуктивно. Взял дуплет в категории 110. Гонять не хотел. Вес уже переваливал за 110. Соответственно, гонять надо было больше 10 килограмм. Выступил, не сказать, что совсем легко, но на правой чуть-чуть запас был. На левой было впритык, на правой немножко был сильнее. Сейчас... Раньше у вас на левой руке были, как бы удачно было. Да, раньше всегда более результативной была левая рука. Но тенденция поменялась. Последние несколько стартов, даже в 2020 году, чемпионат Казахстана, Латашино, у меня с левой не получилось. Не знаю, старые травмы, может, еще что-то. Давайте поговорим еще о чемпионате мира 19 года. Вот Ташино чуть попозже. Как там складывалась борьба в целом? Кто были соперники, с кем вам приходилось зарубаться? Ну, борьба в целом складывалась, как всегда, напряженная на чемпионате мира. Все-таки серьезные старты. Все спортсмены подходят максимально сосредоточенными. Ну, то, что подготовленные, уже не говорю, потому что представляет каждый чемпион первые и вторые места в свою страну. Порядка 25-30 спортсменов было в категории. Самые именитые и опасные, естественно, соотечественники наши. Это вот Александр Гетова. Спортсмены с России Иван Матюшенко. Вот это тот человек, с которым мы зарубались на левую руку. Но для зрителей, конечно, было не совсем, как бы сказать, зрелищно в том плане, то, что борьбу останавливали по фолам. Но это не моя вина. Я тоже не был прям в таком сильном восторге. Хотелось бы поставить точки над «и». Но, тем не менее, получилось так, как получилось. 2 раза мне подряд дали победу по фолам соперника, скажем так. Грузины очень сильные были. Пару раз меня остановили. Но в целом все происходило для меня без проблем. Вот кроме как борьба с Иваном Матюшенко. Георгий, меня поразила ваша борьба на этом чемпионате тем, что она была разнообразной. То есть раньше, когда мы видели, когда вы боролись, вы шли в одно движение всегда. В этот раз было как бы неожиданно, каким действием вы первым начнете. Либо верхом, либо в бок, либо еще как-то. Ну, на тот момент я готовился. Правда было? Да, на самом деле я использую разную технику борьбы, но при этом я разносторонний, но довольно-таки нетехничный спортсмен. Все-таки больше преобладает, как бы сказать, ну, как называют, грубая сила. Просто определенным движением она под определенный вектор и под определенное движение она направлена, но при этом филигранной техники нету. Такой, чтобы прям четкие углы, не гуляли, там движение идет, такого нету. Но тем не менее, возможно, моя корявость, скажем так, для соперников и есть
то неудобство. Как бусы говорят, интеллект высокий у боксера, у вас интеллект повысился борца, рукоборца. Мне так показалось в этом чемпионате. Вы его проявили. Ну, в любом случае, когда готовишься на такие старты, начинаешь уже искать всевозможные пути для достижения целей. Соответственно, укрепляешь верх, там, бицепс. Но работал как бы больше от соперника. Допустим, с верховиками мне было проще на тот момент. Я просто бил свое движение, делал натяжку. А с крюковиками, с ними тоже было не совсем сложно в том плане, что мне не надо было навязывать свое движение. Они сами заходят туда, куда мне нужно. Ну и там уже углы у меня были на тот момент подготовленные. Были, конечно, кое-какие там недоработки, я их видел. Ну, главное это все не то, что они есть, главное, чтобы их увидеть и, соответственно, методично их проработать и усовершенствовать свою технику. Со временем так и будем делать. Давайте что-нибудь из своей техники покажите сейчас. Какое-нибудь упражнение посмотрим. Ну, давайте так и сделаем. Так, ну, например, у армрестлера все начинается, как говорится, с кисти. Пару упражнений на предплечье. У нас есть подвижный блок. Ставим его повыше. Можем, сюда влезть, не влезть. Это упражнение делается вообще за столиком. Данное упражнение для проработки силы пальцев и сгибатель предплечья. Хват открытый, то есть не обезьянный, палец не захватываем. Блок идет сверху. Подсаживаемся, как в борьбе. Берем стойку и движением на себя по диагонали подбиваем и работаем. Можно убрать подлокотник для большей амплитуды. То же самое с левой рукой. Чуть подкрутили, поставили. Начинаем движение на, заметить, с прямой кисти. То есть как в борьбе. И широчайшее подтягиваем. Локоть движется по диагонали. Это упражнение, если честно, делает Рустам Бабаев. Можно обратить внимание, насколько крепкие у него пальцы при их относительно невеликой длине. Но что здесь хотел добавить, в том, что закручиваться прям очень сильно для этого упражнения не обязательно, потому что дальше уже оно, так вектор силы расположен, что неэффективно именно в глубоких углах. Ручка просто может сорваться, пальцы уже не держат. Подогнул, удержал, растянул. Также неплохое упражнение на силу предплечья. Подъем с гантели. Я делаю именно не с гантелью, а со штангой, с длинной. Одной рукой посередине беремся. Принимаем удобное для себя положение. Кто-то это делает, плечо не заводит, кто-то заводит более под борьбу. Но это уже определяет сам спортсмен, как ему идет. И таким образом мы прокачиваем. Почему штанга, а не гантели? Дело в том, что здесь работают стабилизаторы. Соответственно, надо не только поднять
но и удержать, чтобы не болталось. Ну, можем одной рукой для стабилизации поддерживать, если штанга начинает уходить. Какими весами вы работаете в основном? Ну, с весами у меня все в порядке. То есть килограмм 70, я думаю, так могу на разы сделать. В зависимости от формы. Когда больше. Увидите в следующем выпуске, как говорится. Потом хотел бы заметить, что изначально ребята-новички делают с пальцев. Прорабатывают, то есть полностью всю наиполнейшая амплитуда. Я бы рекомендовал. В межсезонье, к примеру, я делаю с полной амплитуды. С пальцев не делаю. Для пальцев другие упражнения. Если хочу проработку на большие веса, то я до параллели относительно пола опускаю и закручиваю. Ну, это уже когда выхожу на максимальные веса. По 3, по 5 раз делаю. Как бы так. Ну, на предплечье еще одно из любимых упражнений. Это с колена. Это упражнение очень любит Денис Цыпленков, у нас самый известный, сильнейший профессионал. Конечно, у каждого различаются. Одно и то же упражнение можно делать визуально то же самое, но на самом деле спортсмен под себя кое-какие углы корректирует, чтобы удобно было использовать в борьбе именно то, что он использует при работе со снарядом. К примеру, упражнение. Упираешь ее в угол, там, берешься за край штанги и коленом определяешь угол, который тебе нужен. Максимально устойчивое положение, и таким образом идет работа. По моему наблюдению, сугубо субъективному, скажем так, вся работа здесь идет, если, скажем, поднял локоть градусов на 30 относительно пола, то основная фаза нагрузки идет именно в завершающей стадии. Здесь как таковой нагрузки нету, внизу имеется в виду. Поэтому для крюка, для вкручивания очень неплохо. Для симметрии обязательно всегда делаю на двух руках. Не люблю тренировать одну руку. Георгий, продолжим рассказ о вашем соревновательном пути. Латошина буквально сразил всех любителей армрестлинга. Расскажите об этом соревновании. На самом деле соревнования мне очень понравились. Во-первых, организация хорошая. Будучи в 2019 году на чемпионате мира в Румынии, организатор этих соревнований пригласил меня, скажем так, на этот турнир. Посмотрел, в первую очередь, глаза бросились, да, относительно такие немалые призовые для армрестлинга. Почему бы не попробовать? Поехал на левой, опять же, не все так было гладко, проиграл. Не участвовал в абсолютно весовой категории из-за этого. Не очень себя чувствовала хорошо левая рука. На правой все получилось. Заруб как таковых там, в принципе, не было. Немножко с Григорием Ильичуком поборолся в начале. Фол получил. Вторая борьба была в касании.
Ну и со всеми удачно. Я бы не сказал, что я прям на всех тяжей попал. Но опять же, как это не моя вина. В финале боролся с известнейшим российским спортсменом Хаджимуратом Залоевым. В полуфинале его легко выиграл, верхом прошел. В финале, ну, показали мы борьбу немножко. Поборолись в крючок без старта, с чувством, с толком, с расстановкой. Но в целом также уверенно удалось мне одержать победу. Хаджимурат, конечно, гораздо легче меня, порядка 20-25 килограмм. Но это было его коронное движение, крючок, поэтому мне это немножко польстило, то, что я смог так побороться. Ну, в то же время все прошло без проблем, как бы нормально, подцеплялись чуть-чуть. Ну, давайте отойдем, наверное, от вашей личности только и в целом поговорим об армрестлинге в Казахстане. Какие вы видите перспективы и то, что удалось уже добиться? Ну, перспективы в армрестлинге, конечно, мечта армрестлеров — это чтобы в олимпийский вид это все наш спорт вошел. Но не знаю, как это будет со временем воплощаться в жизнь, сколько это понадобится. В целом армрестлинг, я вижу, развивается. Многие залы, вот, в которых я хожу по Астане, там, ну, ребята приглашают, там, везде стоят столики, проводят соревнования, естественно, разного уровня. Боремся на площадях, на Новорызы, на 1 мая, на День Победы. Там. Я сам лично не участвую в этих соревнованиях, но иногда прихожу, смотрю, болею за ребят зала, за знакомых, за друзей. Ну, о том, как мы выступаем, можно не говорить. Протоколы последних лет открыть и увидим. Казахстан в тройке уже с 2011 года стабильно, скажу даже больше, в двойке. В прошлом году нам удалось по мужчинам в возрастной категории сеньоры занять 1 место. Это был, ну, для нас достижение, потому что до этого всегда мы уступали спортсменам России. Грузия также была, тоже помню, пару лет назад. 1 место среди мужчин. Если немножко поднапрячься, состав полный выставить, инвалиды, все возрастные категории, то сможем конкурировать и со спортсменами России. Их больше, но по качеству я бы не сказал, что мы отстаем. И ребята это признают. То есть все реально говорят, да, казахи молодцы, добавляют. Все говорят о том, что поддержка государства есть. Поддержка государства есть, совершенно верно. Неплохо спонсируются поездки. Очень мало ребят ездит за свой счет. Но есть над чем работать, как ни крути. Развивать, популяризировать спортсменов. То есть у нас мало, среди ветеранов очень мало спортсменов, среди инвалидов очень мало спортсменов. Они приносят очки в копилку, поэтому они тоже очень нужны, важны, скажем так, для команды в целом. Георгий, почему так получилось? Вы стали армрестлером, а не борцом или боксером, возможно? У нас была секция борьбы вольной в младших классах еще. Я попал туда, ходил, несколько тренировок мы проводили. Но в целом, не знаю почему, с детства мне нравилось бороться на руках. При этом я проигрывал, как ни странно звучит, более легким соперникам. Ну, в то
то время для меня это было странно. Сейчас я странности не вижу, потому что понимаю все реалии армрестлеров, что они бывают на вид щупленькие, а на самом деле там стальные связки. Железная воля к победе бывает. И начал потихоньку заниматься. Первые мои соревнования среди школьников на районном уровне я занял последнее место. Как ни звучит это не прискорбно, но это меня, наверное, мотивировало. И 2 года, я бы даже не сказал, что там были прям интенсивные занятия. Но мне удалось уже занять первое место. Кто ваш первый тренер? Мой первый тренер – учитель физкультуры Стабаев Куныш Чапаевич. Потом я переехал учиться в город Петропавловск. А первый тренер в каком городе? Вы с какого города? Я вообще с поселка, то есть С какого? Северо-Казахстанская область, Тимиряйский район, село имени Дзержинского. Вот есть там очень хороший человек, Стабаев Куныш Чапаевич. Он дал, может быть, в армрестлере он не дока, как тренер, но он дал базу в целом для физкультуры, даже не для спорта, а для физкультуры. То есть мы, ребята, подходили в университет, я мог делать выход сил, там, элементарно на турнике, там, подъем разгибом, подъем из переворота, все возможные такие акробатические упражнения, лазили по канатам, играли в волейбол, баскетбол, без проблем все это как бы было. Хотя учился я не, скажем так, среди физкультурников, но мог делать кое-какие вещи, которые не могут делать они. Ну, а мой первый тренер по армрестлингу – это Лаврентьев Николай Федорович. Это в городе Петропавловске. Это тренер нашего чемпиона мира Северного Казахстана Чигадаева Олега. Очень такая колоритная личность. Очень сильный спортсмен был на конец 90-х, начало нулевых. Чемпион мира. Сейчас он является тренером, водит ребят. Несколько есть очень таких сильных, перспективных ребят, чемпионов Азии, международников. Сколько у нас школ таких сильных по Казахстану? Но в Казахстане всем, наверное, известно, самая сильная школа – это город Шардара, Южно-Казахстанская область. Я скажу больше. Наверняка самый сильный клуб в мире, потому что такого размаха, как у них, я не видел. Но изначально сильная школа была в Астане раньше. Ребята, братья Фугаровы здесь занимались. Один из них является чемпионом Европы, один чемпионом мира. Потом, конечно же, Тарас. Особенно сильная женская сборная. Самая сильная даже на сегодняшний день среди Казахстана. Алма-Ата, Усть-Каменогорск. Очень сильные ребята были. Сейчас также, в какой-то, кто-то сильнее, кто-то слабее, но в целом эти регионы не отстают. Всегда привозят ребят, которые занимают достойные места на чемпионатах мира, на международных стартах. Про чемпионат Азии я не говорю уже. Если мы не завоевали первое место на чемпионате Азии, значит мы его подарили кому-то. По доброте душевной. Георгий, вы наш казахстанский, казахский осетин. И вернемся в Латошино, да? В финале Залоев был с вами. Он осетин? Да, он осетин. Вам приятно было? Естественно, приятно было, но в то же время мне было немножко неловко показывать такое преимущество над ним, как некоторые хейтеры пишут: вот ты там мог бы лучше сразу побороть, чем ты там издеваешься над человеком. Я не считаю, что это была издевка. Я не об этом вообще. Я говорю о том, что приятно ли то, что в России сильнейшие соперники это являются осетины, ваши братья. На самом деле, да, конечно, приятно. Но это,
такой факт, который давно общеизвестен. И скажу больше, сейчас Остинская школа, в силу каких-то причин, не знаю, ну, немножко не настолько сильна, насколько была раньше. Я помню в 90-е годы, в нулевые годы, там прям вообще было как на каждом шагу. Вы были там в гостях, в этой школе? Нет, я там именно не был. Я вообще на Кавказе давно уже не был. Вот в этом году предстоит чемпионат Грузии, чемпионат мира в Грузии. Оттуда, по нашим меркам казахстанским, очень близко. Надеюсь, что все будет хорошо, и я туда заеду и попроведаю ребят именно в этом зале. Как бы школа Владикавказа, она всегда как бы славилась такими спортсменами сильными. Там не только армрестлинг, и тяжелая атлетика, и борьба хорошо развита. Ну, в общем, как там буду, обязательно поделюсь впечатлениями от этого зала, от встречи. Хорошо, Георгий. Может быть, еще пару упражнений? Да, без проблем. Что мы можем поработать? Естественно, над плечелучевой, над бицепсом. Для начала произведем разминку небольшими весами с двух рук, молот. Данное упражнение я делаю с упором локтя. Например, сидя на лавке скота, противоположную сторону от лежака. Берем вес, ну, большие веса я сейчас не буду, порядка, ну, пусть будет 25 килограмм. Упор локтя поднимаем. Стараемся в негативной фазе немножко придерживать и подводить плечо именно к гантели, дабы нагрузка увеличилась именно на конкретно плечелучевую мышцу. Буквально, может быть, секунду, полсекунды, насколько хватает сил, удерживаем в негативе. Либо хотя бы стараемся не бросать ее, а отпускать медленно. Поднимаем при этом отведение, то есть кисть мы не проваливаем. Но здесь идет нагрузка на костяшки пальцев, поэтому большими весами я стараюсь подлаживать материю либо сюда, чтобы не натирать, либо поролон. Я понял, фиксируют верхние точки, да? Да, именно фиксация, и немножко мы отводим плечо, чтобы именно на плечелучевую была нагрузка. Еще что-нибудь, Георгий? Традиционный пронатор. Для этого нам нужен пояс, любая лямка и груз. Желательно также одевать пояс, чтобы не травмировать поясницу, и делать это с упором, дабы не было искривления позвоночника. Сейчас штангу уберу. Немножко жесткая, если честно, лямочка.
Я стараюсь не накручивать на руку, а в несколько раз складывать для того, чтобы удерживать более комфортно. Ну, два варианта исполнения. Без упора локтя. Прокручиваем, удерживаем в верхней точке. Немножко. Если хочешь прям проработать на начальной стадии, то можешь отпускать прям некоторые прям от пола. Более тяжелыми весами я делаю, ну, 90, может быть, чуть больше градусов, 100. Можно делать, если тяжелый вес с упором локтя. Уперся рукой, вывернул руку и при подъеме также фиксируем. Ну, в верхней части, соответственно, локоть отходит уже. Здесь мы держим. Георгий, я заметил, ты большое внимание уделяешь при тренировке трицепсу. Так это, нет? Знаете, трицепсу уделяю внимание в последнее время, потому что начали прогрессировать травмы. По физиологии, если бицепс сильнее трицепса намного, уже идет перенапряжение связки. То есть у нас трицепс является антагонистом бицепса. Соответственно, надо развиваться гармонично, чтобы весь корсет полностью был проработан. Вне зависимости от того, используешь ты силу этих мышц в борьбе, либо нет. Поэтому советую, ребята, качайте трицепс. Не забывайте, даже если вы в него не боретесь. Он поможет и при боковом надавливании, и при каких-то таких ситуациях, когда уже не можешь более использовать другую технику, устал, забился. Георгий, еще вопрос. Перспективы, весовая категория, какие планы вообще? У нас в Казахстане, немножко к истории вернусь, не выигрывали в категории плюс 110. Считается самая престижная весовая категория на чемпионатах мира. Категорию 100 я уже перерос. 110 как бы можно было бы еще в этом году, но хотелось бы набрать немножко весу, хотя бы 118-120 килограмм, и попробовать с этим весом в новой для себя категории 110 плюс выступить в этом году. Если все будет нормально, то так и сделаем. То есть никаких травм не будет, вес нормально пойдет. Поэтому делаю сейчас базовые. Немножко начал даже делать грудные качать, ножки делать. Хотя до этого никогда не делал. Чтобы общий ресурс организма был подготовлен именно к большому весу. К собственному. Не только. И попробуем в этом году, дебютируем, скажем так, 110 плюс. Что из этого получится, скажу после чемпионата. В целом вы это увидите. Удачи тебе, Георгий. Спасибо. И я хотел бы от вас услышать мотивацию в армрестлинг для ребят, которые, может быть, выбирают вид спорта. И не только молодых, но и уже зрелых. Чем вообще особенен армрестлинг для развития человека гармоничного? Но в целом спорт, он облагораживает человека, это общеизвестный факт. Армрестлинг развивает человека, в любом случае, воспитывает характер, то есть стрессоустойчивость, доброту, общение. Вот сколько ребят, армрестлеров, знакомых, несмотря на то, что это мои соперники, там, обидчики, либо я, наоборот, мы все общаемся друг с другом, то есть поддерживаем общение в социальных сетях.
при встрече всегда тоже. И в целом для развития, я думаю, хорошо же иметь сильные руки, закаленный характер, потому что соревнования – это такая вещь, очень большой стресс, и приходится его преодолевать. Ну, как и в любом спорте. То есть надо заниматься ребята. И потом еще такой, как бы для всех видов, для всех возрастных категорий вы правильно заметили, потому что в армрестлинг можно прийти и в 40 лет, и в 50 лет. Конкретные примеры могу привести, даже основываясь на опыте наших спортсменов. Тот же Еркын Алимжанов, многократный чемпион, шестикратный, если не ошибаюсь, среди ветеранов. Конечно, у него была какая-то подготовка до этого, но он пришел конкретно в этот спорт уже в довольно-таки солидном возрасте, для спортсмена имеется в виду, и достиг хороших, больших успехов. Ну и так же самое для молодежи. Как говорят, армрестлинг – это демократичный способ выяснить, кто сильнее, без кровопролития, без синяков, без крови. Спасибо хотел бы сказать тем, кто вот смотрят, допустим, и, мои выступления и мотивируются этим, занимаются, то есть особенно это как бы ребята с нашего зала смотрят, когда рядом тренируется более именитый спортсмен, чем он, стараются быть, походить на него, потому что когда видишь, что рядом кто-то занимается, достигает успехов, ты думаешь, чем я хуже, я же тоже могу. И в этом хорошо, когда в зале тренируется человек, который гораздо сильнее тебя или опытнее, есть куда расти. Занимайтесь спортом, защищайте женщин, любите друг друга, уважайте, и все будет хорошо. Спасибо.